Здравствуйте! На предыдущем уроке мы познакомились с территориальным делением, географическими особенностями и населением зарубежной Европы. Сегодня мы продолжим знакомство с регионом, узнаем о социально-экономических возможностях, хозяйственной деятельности населения, исследуем геокультурное пространство. Зарубежная Европа, как целостный регион, занимает первое место в мировом хозяйстве по многим направлениям. Основу составляют промышленное производство и сельское хозяйство. Хозяйственному развитию способствует выгодное экономико-географическое положение, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, транспортные системы и интеграция региона. Экономическую мощь в первую очередь определяют 4 страны, входящие в большую семерку стран Запада – Германия, Франция, Великобритания и Италия. Именно эти страны обладают наиболее широким комплексом различных отраслей производств. Значительный экономический вес имеют Испания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия и Швеция. Особое место на экономической карте занимают страны Восточной Европы, которые уже в 80-х годах осуществили переход на систему рыночных отношений. Такая смена оказала большое воздействие на отраслевую и территориальную структуру их хозяйства, на направление внешнеэкономических связей. Развитие промышленности определяет лицо зарубежной Европы в международном разделении труда. Высокий технологический уровень развития наблюдается в отраслях машиностроения, металлургической, топливно-энергетической, химической, лесной, пищевой и легкой промышленностей. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности зарубежной Европы. Это крупнейший в мире производитель и экспортер машин и оборудования. Машиностроение тяготеет к крупным городам и агломерациям, так как ориентируется на трудовые ресурсы, научную базу и инфраструктуру. Но есть такие страны, где она представлена практически в каждом достаточно крупном городе. По продаже автомобилей Норвегия занимает 3-ю позицию после Китая и США и 1-ю среди стран зарубежной Европы. Автомобилестроение является основой отрасли машиностроения. Самые известные производители легковых автомобилей – Германия, Франция, Италия и Швеция. Это еще и та отрасль, в которой задействован большой процент трудовых ресурсов. Многие страны предпочитают определенную специализацию в отрасли. Грузовые автомобили производятся на заводах Чехии, Болгарии, Румынии. Автобусы выпускают в Швеции, Венгрии. Современное авиастроение развито в Великобритании, Франции. Производством морских судов славятся Германия, Швеция, Финляндия и Польша. Химическая промышленность занимает 2-е место после машиностроения. Почти все страны зарубежной Европы имеют высокоразвитую химическую отрасль. Отрасль развивается на базе как собственного, так и импортного сырья – угля, нефти и газа. Поэтому предприятия размещены как в районах добычи сырья, так и на побережье. Химическая промышленность – одна из важнейших отраслей мирового хозяйства. Она обеспечивает полноценную работу всех отраслей промышленности зарубежной Европы. Химия органического синтеза и полимеров, нефтехимия развиты во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Великобритании. Минеральные удобрения производят на заводах Франции, Германии. Традиционной для Европы стала фармацевтическая промышленность. Всемирную известность приобрели фармацевтические фирмы Швеции, Швейцарии, Германии и Болгарии. В топливно-энергетическом хозяйстве ведущее место заняли нефть и природный газ. Энергетическое хозяйство европейских стран базируется как на собственных ресурсах, так и на импортных. На собственном сырье развивается угольная промышленность Германии, Франции, Великобритании, Польши. Свои месторождения нефти и газа на шельфе Северного моря разрабатывают Великобритания и Норвегия. Месторождения урановых руд активно используют Франция и Испания. Однако большинство стран Европы импортируют энергоресурсы из района Персидского залива, Африки и России. В целом, в зарубежной Европе большая часть электроэнергии вырабатывается на ТЭС, они ориентированы на угольные бассейны. В странах Северной и Южной Европы, Скандинавии, важное значение имеют гидроресурсы. Самый большой гидроузел построен на Дунае в 1970 году в ущелье Железные ворота. Западная Европа – район развитой атомной энергетики. В регионе уже более 80 атомных электростанций.
В последнее время создаются преимущественно экологически чистые источники энергии. Так в Италии, Исландии используется геотермальная энергия. Приливные электростанции используются во Франции и Норвегии. Распространено использование ветровой энергии. Европейская металлургия сформировалась еще в конце XVIII века как базовая отрасль промышленного переворота, обеспечивающая сырьем машиностроения. Важнейшие отрасли цветной металлургии – алюминиевая и медная промышленность. Черная металлургия получила развитие в странах, традиционно располагающих металлургическим сырьем. Во второй половине XX века такие страны, как Италия, Нидерланды, Германия и Франция, переориентировали свое производство на более дешевое импортное сырье. Алюминиевая промышленность основана на базе собственных бокситов во Франции, Италии, Венгрии, Румынии и Греции. А на базе дешевой электроэнергии развивается производство алюминия в Норвегии, Швейцарии, Австрии и Германии. Производство меди сосредоточено в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Польше и Сербии. Лесная промышленность ориентируется на собственные лесные ресурсы и превратилась в отрасль международной специализации. И, как вы помните, Швеция и Финляндия – лесные цеха региона. В начале XX века легкая промышленность зарубежной Европы занимала господствующее положение в мире. Однако вследствие быстрого роста производства тканей, одежды и обуви в развивающихся странах и широкого дешевого импорта этих товаров в легкой промышленности зарубежной Европы наступил кризис, и ее значение спало. Произошло смещение текстильных районов из Великобритании, Франции в Южную Европу, где были резервы дешевой рабочей силы. Так Португалия превратилась в главную швейную фабрику региона, а Италия лидирует по производству обуви и уступает только Китаю. Сохраняются и национальные традиции. Австрия продолжает изготовление горных лыж, Бельгия – охотничьих ружей, Чехия – бижутерии и карандашей. Легкая промышленность представлена практически во всех странах Европы, хотя с заметными различиями в специализации. Безусловным законодателем мировой моды является Франция. Италия выделяется производством шерстяных тканей и обуви, удерживает первое место в мире по производству на душу населения. Для некоторых стран Европы пищевая промышленность является не только традиционной, но и отраслью специализации в географическом разделении труда. Виноделием славятся Франция, Венгрия, Испания, Болгария. Швейцарский шоколад считается самым лучшим в мире. Нидерланды, Франция, Швейцария и Италия – известные производители сыров, а Исландия и страны Балтии – рыбных консервов. Несмотря на некоторую ограниченность в земельных ресурсах, зарубежная Европа смогла наладить довольно-таки высокопродуктивное сельское хозяйство. Страны этой части мира не только в состоянии обеспечить продовольствием собственное население, но и в большинстве своем являются крупными экспортерами продуктов растениеводства и животноводства. На предыдущем уроке уже отмечалось, что агроклиматические условия Европы на большинстве территорий благоприятны для развития сельского хозяйства. В структуре отрасли наблюдается зависимость от уровня экономического развития. Под воздействием природных и исторических условий в регионе сложились три основных типа сельского хозяйства – североевропейский, среднеевропейский и южноевропейский. Североевропейский тип распространен на территории Великобритании и Скандинавском полуострове. Здесь разводят крупный рогатый скот молочного направления и выращивают кормовые культуры. На побережье развито рыболовство. Страны среднеевропейского типа – Франция, Германия, Швейцария – специализируются в основном на мясомолочном животноводстве и кормопроизводящем растениеводстве. Также важными подотраслями в этих государствах является овощеводство и выращивание технических культур. Для южноевропейского типа характерно значительное преобладание растениеводства. Главное место в посевах занимают зерновые культуры. Международная специализация Южной Европы определяется прежде всего цитрусовым растениеводством. Побережье Средиземного моря – главный сад Европы. Наиболее яркими примерами специализации на субтропических культурах являются южные, прилегающие к морю районы Испании и Италии. Италия занимает первое место по сбору винограда в мире, южные регионы Испании держат первенство по сбору маслин.
Восточноевропейский тип сельского хозяйства развивался в особых экономических условиях. В середине прошлого века в этом регионе активно создавались колхозы и совхозы. Поэтому какой-либо ярко выраженной специализации эти страны в сельском хозяйстве не имеют. Более отчетливо она проявилась лишь в выращивании овощей, табака, фруктов, винограда и ведении зернового хозяйства. Невозможно обойти еще одну подотрасль сельского хозяйства северных и западных стран зарубежной Европы – это цветоводство. Специализируются на нем в основном Нидерланды. Выращивать луковичные и древесно-кустарниковые декоративные растения в этой стране начали очень давно, более 400 лет назад. Первые тюльпаны завезли в Нидерланды из Турции. За небольшой промежуток времени в Голландии были выведены тысячи сортов разновидностей этого цветка. Зарубежная Европа – регион с высокоразвитого транспорта. По обеспеченности территории транспортной сетью Европа занимает первое место в мире. По дальности перевозок она уступает лишь системам США и России. Сравнительно небольшие расстояния стимулировали развитие автомобильного транспорта и строительство качественных дорог. Региональная транспортная система относится к западноевропейскому типу. Автомобильный транспорт играет главную роль в перевозках не только пассажиров, но и грузов. Конфигурация сухопутной транспортной сети региона очень сложна, но ее каркас образует магистрали широтного и меридионального направления, имеющих международное значение. Например, крупнейшая трансевропейская автомагистраль – север-юг. Новая инфраструктурная политика объединит 28 государств Евросоюза единой трансевропейской транспортной сетью с 9 международными транспортными коридорами. В новом проекте особое внимание уделяется строительству скоростных железных дорог. Проект планируется завершить в 2030 году. Железнодорожный транспорт в Западной Европе сокращается, а в Восточной Европе остается основным видом, занимающим по объему перевозок первое место в регионе. В Швейцарии в 2016 году открыли самую длинную и глубокую железнодорожную трассу-тоннель – Готардский, который проходит под Альпами. Ее длина 57 километров, и строили ее 17 лет. Речной транспорт региона хорошо развит благодаря наличию водных путей Рейна и Дуная. Активно используется водный путь, соединяющий обе главные водные артерии зарубежной Европы – Рейн, Майн, Дунай. В местах пересечения различных транспортных линий, как сухопутных, так и водных, образуются транспортные узлы. Такими узлами являются порты. Порт на Рейне Дуйсбург – самый крупный по грузообороту речной порт мира. Международное значение имеет морской транспорт. Во многих странах Европы доля морского транспорта в грузообороте очень велика. Огромное значение имеют обслуживающие этот вид транспорта морские порты. Самый крупный из них – Роттердам. Его грузооборот составляет около 300 миллионов тонн в год. Также в зарубежной Европе развит трубопроводный транспорт. Во второй половине 90-х годов был составлен и начал осуществляться проект создания единой транспортной сети Европы. Он предусматривает формирование 9 транспортных коридоров между Западом и Востоком Европы общей протяженностью 17 тысяч километров. Каждый коридор будет представлять собой полимагистраль, включающую и автострады, и железные дороги, а Дунайский коридор – также и водный путь. Воздушный транспорт обеспечивает связь через транспортные перевозки со всеми странами мира, способствует развитию международного туризма. В зарубежной Европе получили развитие все виды туризма. В качестве стран-лидеров международного туризма неизменно выступают Испания, Франция и Италия. А в таких микрогосударствах, как Андорра, Сан-Марино, Монако, обслуживание туристов служит главным источником доходов. В зарубежной Европе наиболее широко представлены туристско-рекреационные районы двух типов – приморские в Средиземноморье и горные в Альпах. Кроме того, туристов привлекают исторические достопримечательности Европы, крупные города и тихие уголки незабываемой природы. Уникальные природные комплексы восхищают своим разнообразием.
Любителям исторических достопримечательностей необходимо выбирать эпоху и направление в искусстве, поскольку странам зарубежной Европы есть что предложить для изучения мировых шедевров. По примеру Силиконовой долины в США, в зарубежной Европе также возникло много научно-исследовательских парков, которые уже в значительной степени определяют географию науки ряда стран. Самые крупные из них находятся в окрестностях Великобритании и Германии. На юге Франции, в районе Ниццы, существует так называемая долина высокой технологии. Новые технологии в современном мире все больше обращают внимание на географическую среду с точки зрения экологии. Экологическая обстановка в зарубежной Европе на начало 21 века может быть оценена как сложная и противоречивая. С одной стороны, длительная масштабная антропогенная нагрузка на природную среду, особенно в период индустриализации, сделала Европу самым экологически неблагополучным регионом мира. С другой стороны, именно в зарубежной Европе первым пришло осознание степени опасности экологической угрозы для природы и человека. И были предприняты серьезные шаги, направленные на борьбу с этим злом. Уже в эпохе Средневековья и Возрождения появились первые природоохранные объекты – охотничьи угодья. Дальнейшее развитие заповедного дела в Европе продолжилось в начале XIX века. Самым крупным парком на данный момент является национальный парк в Исландии, большая часть которого является ледником. На сегодняшний день национальные парки в Европе составляют лишь 11% от всей площади континента, но превышают числом 6000 парков. Среди факторов экологического кризиса в регионе можно назвать высокую плотность населения, высокую степень разнообразной хозяйственной нагрузки на территорию, высокий уровень жизни и большие экологические издержки общества потребления. С каждым годом состояние окружающей среды ухудшается, особенно в мегаполисах. Фиксируется беспрерывное загрязнение воздуха, воды и почвы. Составляются экологические карты с показателем экоэффективности, который включает оценку различных аспектов состояния окружающей природной среды. Экологи озаботились проблемой увеличения бытовых и промышленных отходов. Особенно остро этот вопрос стоит в Северной Европе. Отрицательное воздействие на экологию в зарубежной Европе оказывают и другие факторы, которые вам хорошо известны. Для решения экологических проблем разрабатываются и осуществляются проекты, направленные на улучшение ситуации в регионе. И прежде всего это рациональное природопользование. Современному обществу необходимо устранять уже созданные проблемы и не допускать новых ошибок. В странах зарубежной Европы одними из первых начали проводить акции по охране земель от эрозии, восстановлению лесов, очистке водоемов и сточных вод. Только на территории зарубежной Европы уже распространены ветровые станции для получения электроэнергии. Для улучшения экологической обстановки и дальше нужно применять меры правового, технологического, экономического характера. Ведь только человеку подвластно снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. А теперь выполним задание. За каждый правильный ответ вы получаете по 1 баллу. Задание первое. Определите названия стран и их принадлежность к региону. Правильный ответ оценивается в 6 баллов. Первое – Франция. Второе – Великобритания. Третье – Ирландия. Все эти страны относятся к Западной Европе. Четвертое – Норвегия. Пятое – Швеция. Шестое – Финляндия. Эти страны относятся к Северной Европе. Задание второе. Вам необходимо определить, какая страна имеет такой титул. Первое – страна горных лыж. Второе – обувной цех. Третье – страна тюльпанов. Четвертое – швейная фабрика. Пятое – лесной цех. И шестое – законодательница мировой моды. Правильно выполненное задание номер 2 оценивается в 6 баллов. Такие титулы имеют Австрия – страна горных лыж, Италия
обувной цех, Нидерланды – страна тюльпанов, Португалия – швейная фабрика, Финляндия – лесной цех и Франция – законодательница мировой моды. Задание третье. На фото представлены достопримечательности стран зарубежной Европы. Найдите соответствие с предложенной страной. А. Великобритания. Б. Италия. Г. Германия. Д. Испания. Правильный ответ на третье задание соответствует 4 баллам. Первое – это ответ Б. Италия. Второе – А. Великобритания. Третье – Г. Германия. И четвертое – Д. Испания. Если сумма набранных вами баллов близка к 16, то вы великолепно справились с заданиями. На этом мы завершаем знакомство с регионом «Зарубежная Европа». Всего вам доброго!